29 октября в городе Моздок прошел межрегиональный детский турнир по футболу, в котором приняла участие детско-юношеская спортивная школа «Ангушт» города Малгобек. Чтобы дойти до финала, нашим ребятам пришлось провести 5 игр, в 3 из которых подопечные Михаила Катива одержали уверенные победы. А уже в финальной встрече победитель определился в послематчевой серии пенальти, где сильнее оказались малгобекские футболисты. Это традиционный ежегодный турнир, межрегиональный турнир. Как никогда в этом году было там 12 команд. И вот как состав, может перечислить, да, состав, чтобы люди... Там команда, вот наша группа, футбольная школа детская «Моздок», «Спартак» Нальчик, школа Олимпийского резерва «Прохладный», «Юность Владикавказ», «Кировск», Ставропольский край и наша команда. Это одна группа. И вторая группа «Дюш» Пятигорск, «Тэфи» Дербент, вторая команда «Спартак» Нальчик, «Дюш» Чеченская республика, «Алания», Северная Осетия и «Дюш» Курская станица, Ставропольский край. Вот это турнир, в котором мы участвуем. Ну, там турнир был 2008 по 2007 год. Но так как у нас команда 2007-2008 года, я взял 3 игроков из другой группы, и вот мы там сыграли и заняли, как вы знаете, первое место. Игрой я очень доволен. Сыграли, ну, все команды сильные, все футбольные школы, все команды сильные. Судейство на хорошем уровне. Ну, ребята старались один раз. То, что они умеют, но это ребята, они не первый год, уже 4-й год я их собрал. И уже вот что-то есть какой-то рисунок, какая-то игра. Ну, еще опять, конечно, нам надо работать и работать над этим делом. Многие игроки команды очень молоды, еще нет громких побед на крупных турнирах. Они только начали делать первые шаги в футболе, однако уже успели поучаствовать в различных детских турнирах. Своим последним результатом ребята очень довольны и не намерены останавливаться на достигнутом. Самой сложной команда была «Спартак» Нальчик. У них были сильные игроки. В финале матча мы сыграли с Дербент. У нас матч был 0-0, и мы сыграли пенальти. Когда мы выиграли, мы очень радовались. В дальнейшем мы тоже будем выигрывать. Как сказал Мутольгу Магомед, «Спартак» Нальчик, он был очень сложным, и игроки были такими же сложными. Я играл в замене в тайме, но они были очень сложными. И они забили нам 2 гола или 3, я не знаю, и мы сыграли 4-3. В финальном матче мы сыграли с Дербентом. Они были очень легкими, но мы считали, что они очень сложными. Я забыл пенальти, последним я забыл пенальти, и были большие эмоции, когда я забыл гол. Участие на таких турнирах – это прекрасная возможность для ребят почувствовать с раннего возраста соревновательный дух и, самое главное, набрать необходимый опыт перед тем, как выйти на новый уровень. Нас приглашают, и в Ростов приглашают. Но это все, конечно, у нас таких финансов нет, и вот мы сюда едем. Конечно, если, например, вот я уже знаю, я так как тренер смотрю уже, я записываю, где что недоработал, много же недоработок, конечно же. Я тоже хочу, чтобы где-то они играли, в Реале играли, или там СИК и Кажу играли примерно. Конечно же, я заинтересован, поэтому я знаю, над чем мне больше работать надо. Да. Вот я знаю скоростные данные, там, то там какая-то техника, какие-то там стандартные положения у меня с вратарем. Конечно, это очень важно, что дети выезжают, и родителям довольно бывает. Но если у нас была возможность, возможно, опять, если нет республики финансов, как говорится, да и министерство, там никто не помогает, конечно, это кто из родителей мне окажет какую-то материальную помощь. Вот так. А так, конечно, очень хорошо, каникулярный период, что выезжать очень здорово. Ребята просто знакомятся там, с другими ребятами, там разные языки. Вот, я звоню, смотрю, там, ребята уже звонят другим, ты там что там, Арсен, делаешь, что-то. Уже интересно, правильно. А Дербент, Фицех, он видит, не знает, что Дербент, теперь уже нас Дербент пригласили. Говорю, все, бесплатно, говорит, вам будет. Летом уже там тренер пригласил нас. У нас самая такая тактичная команда. Футболисты из Малгобека всегда славились мастерством еще в советскую эпоху, радовали жителей города своими блестящими результатами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что выросло достойное поколение преемников. Один за другим турниров, в которых принимают участие юные футболисты из города воинской славы, покоряются нашим землякам.
Для любого спортсмена успех – это дело времени при усердных тренировках. Но если уже добился желаемого результата, то это не означает, что можно расслабиться. Непокоренных вершин еще много, а следовательно и тренировки станут еще сложнее. Есть способные, есть перспективные. А чтобы сказать сегодня вот это талантливый, это очень трудно. Это надо знать такие турниры, участвовать. Это в Москву поехать, в Ленинград поехать. Есть такие турниры на фоне, там, встречаться с юношами Спартака Московского, или там Зенит. Или такие, когда выезжаешь, уже смотришь, там, а там уже селекционеры смотрят. Ага, ты откуда, парень? Они сидят на трибуне, потом, а ты с какой? С Ингушетии, да, вот семерка нам понравилась, то-то. Вот так, вот так надо. А что мы сейчас поехали, там, Моздок, что мы поедем, там, в Энергах будем играть. Никакого селекционера нет. Вот нам надо их, детей, если подрастут, возить надо. А возить не на мой карман, не это. Но мы стараемся выйти на кого-то, да, Леандре, будет. Если взялся за гуж, Оля Гаскаш, конечно, это надо, конечно. Я сам заинтересован в этом деле. Владение мячом, игра в пас и многие другие тактические действия изучают не только профессиональные футболисты. Ведь для того, чтобы стать лучшим, нужно обыгрывать более мастеровитые команды. А стать на первую ступень пьедестала почетом поможет только превосходство твоего мастерства над соперником. После разминки и отработки некоторых тактических действий футболисты приступают к самой любимой части тренировки – работе над ударами. Как правило, если у вас не клеится игра, на помощь всегда приходят стандартные положения. Иногда на стадион приходят и родители юных футболистов. Для них важно видеть, как ребята выкладываются на тренировках. Спорт – дело полезное. Спорт, тяжелый спорт, малахир, футбол. Берешь вообще декер. Полезный ячах. Дальше это бахол бахар. Дал метик твоей ас тихерса ал безмбер. И катию Микаэля тренер вахар. Son dekcher balkel aan de loodson. En als je die nog echt gaat zo. Je bent om die goed die van dik command zoals dat de met de eger met de ga het baat toch. Zo command dat je goed niet mo gordisch kerbach kan nog een opzicht het hier sport bam. De reis hou om Mika laat. Als je she diesel zit daar door de oog door is zo die van hier weer. Отдельно от остальных игроков свои тренировки проводят и голкиперы. Для футбольного вратаря важны внимательность и умение быстро реагировать на действия соперников. Главное качество голкипера – реакция и прыгучесть. Качественная игра на выходах, самоотдача, видение поля, хорошая физическая подготовка и умение отбивать пенальти и делать первый пас. Результат игры во многом зависит от мастерства вратаря. Надежный голкипер придает уверенность команде. Игрокам на поле важно знать, что у них за спиной профессионал, способный отстаивать ворота в течение матча, отражая атаки соперников. Вратарская позиция вообще самая сложная, наверное. Она и отличается от всего остального, от игроков полевых. У них другая работа, самая ответственная. Вратарь ошибся, это всем видно, да. Ошибка вратаря – это гол.
полевые игроки ошибаются, их всегда можно подстраховать, исправить ошибку. В этом плане, конечно, и в психологическом плане вратарь самая устойчивая такая фигура на поле. Поэтому очень сложная работа, ответственная работа. Да, есть, конечно, без этого не бывает. Хорошие ребята. Каждый год кто-то из ребят такой перспективный у нас появляется. Но дальнейшее их продвижение, да, вот это вот немножко проблематично, потому что как-то у них нет у нас дальнейшего продолжения. Всего 2 команды в республике, которые играют за пределами. Конечно, отличается. Хотя, в принципе, для вратарей тоже есть игровые упражнения. Они часто играют, выходят на поле и много игровых упражнений выполняют. Но в основном это их работа, которая заключается в прыжковой, такая сложная, нудная немножко, иногда болезненная, травмоопасная. Но и тем не менее фигура вратаря всегда, конечно, такая видная. С детьми, как это обычно и бывает в спорте, работать очень легко. В юном возрасте своей жаждой побед они доказывают тренеру, что достойны попадания в основную обойму команды, и наставник ценит усилия каждого из футболистов. Мы в неделю 6 раз тренируемся, 1,5 часа. Это все. Просто у нас здесь проблема, что одно поле, и после обеда 6 команд у нас бывает. Очень трудно. На чем мы работаем? Ну, все, это техника. Особенно, в основном, это техника. Если игроки у тебя есть хорошие, конечно, например, если такие игроки ездят, то на пяточке можно 2 раз обвести, конечно, там тактично легче играть. А когда у тебя в команде нет 2-3, которые на ВСУ, например, вчера играл «Зенит», там же нет таких, да? Если там такие, как Рональдо, 1-2 было, игра уже другая была, понимаешь? А когда есть в команде, а вот это, чтобы был самородок, надо с ним заниматься. Опять же, это экипировочка. Экипировка, обувь. Вот мы хочу, пользуясь этим случаем, вы здесь часто приезжаете, Баркал, я сказал, что какой-то спонсор ходит, что там купить, 15 пар бутс. И вот ребята сказали, сейчас вырастут, будут за Реал играть. Мне обещали Аку купить, я доволен. Аку ясный. Просто вот так мы стараемся. Где надо, с детьми надо поругать, надо в школу сходить, учиться надо. Я им говорю, что главное не футбол. Главное это, что учеба в школе, и вот это, если получится футболист, это хорошо. Не получится, хоть ты нормальным человеком выйдешь с этой футбольной школы, чтобы не курил, не пил, не шатался, не бродил. Хотя яхарди, нанос яхарди, обычно я называю папа, нанос яхарди, потому мать это и масть. В скором времени нашим ребятам предстоят еще более крупные турниры, на которых они поедут только с одной целью – привести Кубок чемпионов в родную республику.